День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. О самых главных из них расскажем в ближайший час. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко. И вот о чем мы поговорим сегодня. Нерабочая неделя и кредиты бизнесу под 0%. Владимир Путин озвучил беспрецедентные меры по ограничению распространения коронавируса и поддержке предпринимателей и населения страны. Все меры, которые принимаются и еще будут приняты, сработают, дадут результат, если мы проявим сплоченность, понимание сложности текущей ситуации. Если государство, общество, граждане будут действовать вместе, если сделаем все, что зависит от каждого из нас. Школы и вузы переходят на дистанционное обучение. Насколько в республике подготовились к такой форме обучения студентов и школьников? В нашей школе разработаны рабочие листы, которые мы будем отправлять нашим учащимся. Это своеобразные планы уроков, чтобы дети могли видеть, чем мы будем заниматься в течение дня на каждом из предметов. Жителям рекомендовано перейти на самоизоляцию и ограничить все возможные контакты. Чем можно себя занять и как с пользой провести время дома? В столице республики продолжаются усиленные мероприятия по дезинфекции жилых домов и мест массового скопления людей. В подъезде убираются практически каждый день, дезинфекция проводится, все хорошо. Я довольна. Очень спасибо большое. Набирает обороты волонтерская инициатива по оказанию необходимой помощи гражданам пожилого возраста, маломобильным и всем нуждающимся. И в то же время, в таком небольшом шоке. Самое главное – это тот позитив. Все равно в итоге это улыбки и большое человеческое спасибо, за которое все волонтеры, в принципе-то, и работают. Спектакли и постановки в театрах продолжаются, правда, без зрителей. Как в обстановке пандемии отметили Всемирный день театра и что нового ждет зрителей. На сегодня в статистике коронавируса насчитывается более 596 780 зараженных в мире. В период с 27 по 28 марта произошли изменения в количестве инфицированных. Их стало больше на 62 281 человека. Вылечились за прошедшие сутки 13 811 человек, а умерших стало больше на 3138. Всего количество жертв коронавируса нового типа COVID-19 составляет 27 324 человека. Печальную статистику по количеству зараженных по-прежнему возглавляют США. Там зараженных 105 240 человек. Если говорить об обстановке в нашей стране, то принимаемые государством меры позволяют говорить о довольно оптимистичном сценарии развития ситуации. Сегодня в России по статистике коронавируса насчитывается 1052 зараженных, 47 выздоровевших и 4 умерших. Стало известно, что один из сотрудников администрации президента России заражен коронавирусом, но Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в полной безопасности и угрозы инфицирования нет. Ситуация эпидемическая в Российской Федерации развивается пока достаточно спокойными темпами. У нас нет взрывного роста, и предпринятые меры и указ президента безусловно снизят накал, и при правильном соблюдении, как вы уже сказали, всех требований и всех правил населением Российской Федерации, эта мера приведет к безусловному улучшению эпидситуации и остановке развития событий. Сегодня все необходимые мероприятия проводятся, но вместе с тем хочу обратить внимание на то, что из общего количества выявленных инфицированных 20% это люди, которых мы выявили как контактных, они не выезжали. Активность очагов там, где привезли инфекцию в Российскую Федерацию, безусловно, имеет место в развитии эпидемической ситуации. И я прошу на это обращать особое внимание во всех субъектах и, главное, граждан Российской Федерации, потому что риски на сегодняшний день реальны.
На фоне складывающейся ситуации ожидаемым, но все равно очень неожиданным стало обращение президента России к нации. В своей речи Владимир Путин по порядку определил меры, которые будут приняты по поддержке населения и бизнеса в связи с пандемией коронавируса. Пунктов несколько. Подробный разбор подготовила моя коллега Юлия Великодная. Президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля, объяснив это необходимостью снизить скорость распространения коронавирусной инфекции. Это будут выходные с сохранением заработной платы. Структуры жизнеобеспечения, больницы, аптеки, магазины, банки, транспорт и органы власти продолжат свою работу. Жесткий карантин, как в странах Европы, не вводится, но Владимир Путин подчеркнул, что все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Нужно поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. Самое безопасное сейчас побыть дома, заключил президент России. Голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля проводиться не будет. Абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату, заявил Владимир Путин. На какую дату переносится голосование, пока не ясно, зависит от ситуации и в регионах, и в целом по стране. Президент пообещал учитывать рекомендации врачей и специалистов. ЦИК не будет останавливать работу по подготовке к голосованию, но корректирует свои планы, заявила после телеобращения глава ЦИК Элла Памфилова. Также президент России предложил ввести ставку налога на дивиденды, выводимые на зарубежные счета, в размере 15%. Владимир Путин назвал несправедливой ситуацию, когда простые россияне платят подоходный налог в 13%, а бизнес со своих доходов, по его оценке, гораздо меньше. Сейчас 2/3 таких средств, а по сути это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%, сказал Владимир Путин. Еще Владимир Путин предложил ввести налог на банковские вклады для граждан, чей общий объем вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей. Ставка 13%. Налог, по его словам, должен взиматься только с процентов, а не со всей суммы вкладов. Кого это затронет? По оценке президента, порядка 1% вкладчиков. Дополнительные поступления в бюджет, которые будут получены в результате этих двух мер, налоги на дивиденды и вклады, направят на финансирование мер по поддержке семей с детьми, на помощь людям, столкнувшимся с безработицей или оказавшимся на больничном. Для предпринимателей есть и хорошие новости. Например, малые, средние, а также микропредприятия должны получить отсрочку по выплате банковских кредитов на полгода. Глава государства также предложил в ближайшие 3 месяца, начиная с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5000 рублей. Владимир Путин поручил обеспечить выплаты на детей от 3 до 7 лет на месяц раньше, в июне, а не в июле. Ветераны к 75-летию Победы должны получить 75 тысяч в апреле, а не в мае. Социальные пособия и льготы в ближайшие 6 месяцев будут продлеваться автоматически, без хождения по инстанциям, сказал Путин. Также было сказано о необходимости увеличения до уровня МРОД, пособия по безработице и выплаты по больничному. Еще президент предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам, если доходы человека упали на 30%. Они все удивлены, сказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович о реакции на выступление Путина. На самом деле я вчера хотела сказать, давайте Владимира Владимировича Путина попросим выступить Всемирной организации здравоохранения перед всеми странами, сказала она. По ее словам, ВОЗ многие годы предупреждала о том, что борьба с масштабными заболеваниями должна вестись не только через медицину, но и в социально-экономической сфере, что и продемонстрировал российский лидер в своем обращении. Вчера это была абсолютная демонстрация такой политики, заявила Вуйнович. Следующая неделя объявлена в России нерабочей. В течение 7 дней россиянам рекомендовано находиться дома и уменьшить количество социальных контактов до минимума. Тем временем в Китае, где еще в начале марта был пик эпидемии, наблюдается положительная динамика. Многомиллионные города уже снимают медицинские маски. Ну а вслед за ними, пока еще закрытые на карантин, американские и европейские мегаполисы снимают объединяющие и ободряющие флешмобы. О сплоченности в период пандемии в материале Айсены Бурнашовой.
Imagine there's no heaven. Миллионы просмотров и лайков. Пожалуй, это видео актрисы Галь Гадот облетело практически весь мир. Исполнительница роли «Чудо-женщины», знаменитая голливудская актриса, находясь на карантине, запустила музыкальный флешмоб. Десятки знаменитостей тут же подключились к акции и принялись подпевать актрисе. Песню звезды блокбастеров выбрали символическую «Imagine». В ней поется о единстве и сплоченности людей. За время карантина в той же Америке многое изменилось. Например, вместо потасовок в магазинах там занялись вещами куда более возвышенными. Еще неделю назад мы видели, как все борются в супермаркете за последний рулон туалетной бумаги, а уже на этой неделе люди больше, видимо, погрузились в себя, рефлексируют на тему жизни и каких-то своих человеческих качеств. И этот дух, он действительно заметен здесь, в Лос-Анджелесе, несмотря на то, что ситуация сейчас достаточно напряженная. Сплоченность и настоящий командный дух проявили и во Франции. Жители запустили свой флешмоб. Теперь каждый день в 20:00 в Париже и в других французских городах люди аплодируют местным врачам и сотрудникам больниц. Жители молодцы, они так отлично готовятся к этим флешмобам. В прошлый раз кидали петарды. Ура, 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 ура! Каждый вечер в 8 вечера все соседи выходят на террасы, выглядывают из окон и начинают аплодировать медицинским работникам. Таким образом, они поддерживают их дело и показывают свою неравнодушность. В России флешмобов в таком широком масштабе не проводят, зато жители нашей страны преуспели в творчестве. Пока тысячи россиян стараются оставаться дома, в это время предметы их искусства бороздят мировую паутину. Чего только не увидишь. Настоящим бальзамом на душу в период самоизоляции стал интернет и социальные сети. Пользователи не падают духом и отправляют друг другу различные мемы. От коронавируса они, конечно, не спасают, но зато отлично поднимают настроение. Наверное, нет сейчас на карте мира той страны, которая бы не оказалась в ловушке коронавируса. И, кажется, «Ешь, молись, люби» уже не название фильма, а часть жизни в период пандемии. Но и тут коронавирусу оказалась неподвластна любовь. Планы влюбленных пар не изменились. Но каким бы коварным ни был COVID-19, еще страшнее, если каждый из нас будет сеять панику и не придерживаться санитарных мер. Человечество побороло чуму, холеру, черную оспу и испанку. Коронавирус следующий. И если провести аналогию, возможно, будет так же, как с эпидемией гриппа, который СМИ назвали свиным, H1N1 PDM09, который после резкого начала, как это было в 9 сезоне 9-10 года, когда очень много людей пострадало, но в последующем он стал обычным сезонным возбудителем, который нам всем хорошо известен и который входит в состав вакцин. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. Ну а сейчас мы ненадолго прервемся и смотрите в продолжении программы. Школьники и студенты переходят на дистанционную форму обучения. Как будет организован учебный процесс? Предприниматели Якутии готовятся к самому худшему и очень рассчитывают на помощь властей, чтобы спасти свой бизнес. В нашей республике ситуация развивается по прогнозируемому сценарию. Есть обнадеживающие результаты. Около 300 анализов якутян показали отрицательный результат на коронавирус. Хотелось бы, чтобы такая тенденция усиливалась. Мы абсолютно не расслабляемся. Все медицинские учреждения готовы к дальнейшему развитию ситуации, даже по неблагоприятному сценарию, отметил глава Якутии. В регионе будут приняты дальнейшие меры для самоизоляции людей. Айсен Николаев обратил внимание на то, что многие якутяне до сих пор не ограничивают себя в перемещении по людным местам и по контактам с окружающими. Тем самым они создают угрозу массового распространения инфекции.
С сегодняшнего дня у нас уже действуют ограничительные меры, поэтому еще раз, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к жителям республики в эти дни находиться дома без крайней необходимости, не пользоваться общественным транспортом, не выходить в какие-либо общественные места. Тем более у нас сейчас, кроме торговли, которая занимается торговлей продуктами питания и товарами первой необходимости, практически ничего и не работает. Так, и, соответственно, это в первую очередь важно для общего здоровья, для того, чтобы на самом деле остановить распространение коронавирусной инфекции и в стране в целом, и у нас в республике, ну и добиться уже последующего улучшения ситуации. Поэтому еще раз призываю всех якутян и сегодня, и в эти дни находиться дома, провести этот день в кругу семьи, в кругу родных и близких. По самым последним данным, которые были озвучены на брифинге оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, количество заболевших в нашей республике по-прежнему остается тем же. Диагноз подтвержден у 14 человек. Необходимое лечение они получают в полном объеме. Также не прекращается ни на минуту работа с контактными пациентами и якутянами, прибывшими из-за границы в последние 14 дней и находящимися на самоизоляции. На настоящий момент в инфекционной больнице города Якутска проходят лечение 14 заболевших. С сегодняшнего дня главный врач городской республиканской больницы Николай Николаевич Васильев будет информировать граждан республики и о состоянии заболевших, и о тех мерах, которые необходимо будет принимать именно гражданам для того, чтобы не допустить заражения коронавирусом. На настоящий момент часть граждан у нас находится в обсерваторе, то есть это люди, ограничение которых является обязательным правилом для того, чтобы не допустить распространения также заболевания. В обсерваторах находятся люди здоровые, которые могли находиться в сфере контактов того или иного лица. Ну и, соответственно, все граждане, которые не проявляют сознательность и прибыли из-за границы в пределах последних 2 недель, пересекли границу за последние 2 недели, они находятся на самоизоляции. Тем временем школы города Якутска готовы перейти на дистанционное обучение детей. Как это будет происходить и готовы ли дети обучаться с помощью современных технологий, узнаем в материале моего коллеги Дмитрия Тымырова. Удалили лишние записи, я пишу вам примеры. Умножаем двузначное на однозначное. Тестовая проверка и подключение с учениками – вот чем занимались учителя городских школ во время весенних каникул. Мы учимся заходить, выходить, открывать доски, устанавливать свои ники, устанавливаем правила, по которым мы будем работать, чтобы соблюдать и тишину, и работать самостоятельно. Если для обучения детей младших классов учителя выбирают онлайн-обучение через веб-камеру, то для работы со старшими классами учителя выбирают другие образовательные платформы. Также особое внимание здесь уделяется ученикам выпускных классов. С 9 классами, например, мы используем различные системы, такие как платформы различные, такие как Discord, различные платформы, которые помогают готовиться к устной части ОГЭ. Для того, чтобы войти в систему дистанционного образования, Министерство образования региона провела для учителей столицы ряд курсов. На этих курсах учителя научатся работать с такими платформами, как Яндекс.Учебник, Я-класс, Google Classroom и так далее. Точно такие же курсы и в дистанционной форме были проведены для учителей других районов Якутии. Вместе с тем, для 11 школ города Якутска переход на дистанционное образование прошло безболезненно. Ведь они были участниками пилотного проекта «Цифровая школа» в рамках нацпроекта «Образование». Благодаря этому были проведены ряд мероприятий, которые как раз-таки помогли учителям нашей школы войти в дистанционное образование безболезненно. Теперь учителя говорят, осталось за малым. Нашей школы разработаны рабочие листы, которые мы будем отправлять нашим учащимся. Это своеобразные планы уроков, чтобы дети могли видеть, чем мы будем заниматься в течение дня на каждом из предметов. Также новый формат работы вносит свои коррективы не только в образовательную программу школ, но и в организацию всего учебного процесса. Продолжительность уроков в течение дня у ребенка 11-12 лет, 1,5 часа.
То есть в день у нас будет 6 уроков по 30 минут. Но из этих 30 минут для работы за компьютером дается только 15 минут. Для каждого школьного звена эти нормы разнятся. Также по выбору учителя определяется и форма передачи информации ученикам. Это не только онлайн-уроки, но и обучение через специальные образовательные площадки. Наша школа уже 4-й год использует платформу Я-класс. Итак, первое, что нужно сказать, что Я-класс, он интегрирован с сетевым городом, то есть с тем электронным журналом, который используется у нас в республике. То есть ребенок из сетевого города может сразу по ссылке перейти на Я-класс и не заморачиваться по поводу выбора места своего обучения. Между тем, введение дистанционного обучения в школах региона будет контролироваться непосредственно самим руководителем Министерства образования и науки республики. Например, есть платформа Учи.ру, на которой уже сегодня зарегистрировано порядка 40 тысяч учеников. И я имею как министр свой персональный кабинет, из которого я могу следить, как происходит обучение, по каким предметам, какие количества по каждой школе. То есть я могу осуществлять контроль за работой на этой платформе во всей республике. Множество платформ для работы с детьми дают возможность найти оптимальный метод взаимодействия участников образовательного процесса. У меня в классе 31 ученик. Есть дети, которые закончили программу 4 класса, и у меня есть возможность перевести их в 5-й. То есть на данный момент у меня уже 11 человек в 5 классе по программе русского языка, потому что они программу 4 класса освоили и закончили. Платформа постоянно обновляется. Дети у нас занимаются с удовольствием, охват 100%. Детям действительно очень нравится. Во время тестового подключения большинство школьников отозвались о дистанционном обучении положительно. Мне нравится, довольно удобно очень. Алеша? Мне удобно, но только писать немного трудно. Тимур? Меня все устраивает. Света? Мне нравится здесь писать. Переход на дистанционное обучение, как говорят учителя, это не только меры предосторожности, но и веяние времени. Цифровизация многих сфер услуг – это требование современного мира. Ну а как поддержать малоимущие семьи, у которых нет технической возможности организовать дистанционное образование на дому? Над этим вопросом сейчас думают якутские власти. Напомню, онлайн-обучение начнется сразу после весенних каникул. Только в столице доступ к образовательным порталам имеют 70% городских школьников. У оставшихся 30% либо отсутствует компьютер, либо нет возможности подключиться к домашней сети Wi-Fi. Проблему в том числе испытывают и многодетные семьи, малообеспеченные, а также одинокие родители. Об этом сюжет Ульяны Шагиной. Екатерина Сафолова – многодетная мама 4 детей, 3 из которых школьники. В семье уже озадачились, как обеспечить удаленным образованием детей, если на всех в доме всего 1 ноутбук. Например, у меня 1 первая смена, 2 со второй смены, с 1:30 одновременно у них начинаются уроки, а ноутбук-то 1, не знаю как будем учиться, я не знаю. Между тем, есть те, у кого и вовсе нет компьютера. Столичные школы уже подсчитали количество таких. По итогам опроса из 46 тысяч учеников у 524 компьютера в доме отсутствуют. Более 800 семей и вовсе не имеют дома Wi-Fi. Ресурсов у школ не так много, компьютерной техники, ноутбуков. Да? Будем думать, особенно по выпускным, чтобы, если есть возможность у школы, чтобы выделить ноутбуки для выпускников. В Тампонском районе из 1727 учащихся дневных школ выхода в интернет нет у 30% обучающихся. Алена Полозова одна воспитывает 3 детей. 2 из них несовершеннолетние. Она особенно беспокоится за продолжение учебы дочери, которая учится в 8 классе Хандекской средней школы. Я мать-одиночка. Мы квартиру снимаем, у нас нет ноутбука, компьютера. И получается, что интернет у нас только через телефон. Ну и то бывает так, что и интернет пропадает. Поэтому сейчас у меня самый главный вопрос, как будет у меня ребенок продолжать учебу во время этого карантина. Тампонцы продолжают мониторинг готовности детей к переходу в онлайн-режим. Так, 65% имеют персональный компьютер или ноутбук, 77% имеют смартфон или планшет. Остается открытым вопрос с 30% школьников, у которых нет в домах выхода в интернет. Министерство инноваций и цифрового развития региона решило
решила не оставаться в стороне и поддержать малообеспеченные семьи. Как раз тоже обговариваем с провайдерами, дать возможность обеспечить доступ для малообеспеченных семей, чтобы дать возможность доступ к образовательным ресурсам. То есть этот список сейчас формируется Минобразованием, по этому списку будем отрабатывать и тоже делаем. Между тем, кто могут себе позволить покупку компьютера, а таких также немало, ринулись в магазины по продаже цифровой техники. Сотрудники признаются, спрос на компьютеры за последнюю неделю действительно заметно повысился. Игровой сегмент, получается, офисный, средний. Где-то от 20 тысяч до 35 тысяч. Покупают, да. Как говорится, спрос рождает предложение и диктует цены. Горожане жалуются, что цены на компьютерную технику уже подскочили. Сотрудники же магазинов уверяют, что это не из-за спроса. Во всем виноват курс доллара, который на сегодняшний день перешагнул отметку в 79 рублей. В процентах я не могу сказать. Где-то на 100 рублей, где-то на 1000. Это так, да. Но это не из-за того, что спрос поднялся? Нет, абсолютно нет. Тем, кто не может позволить себе покупку компьютера, власти предлагают заменить их гаджетами. Благо, скорость интернета позволяет пользоваться всеми образовательными платформами, предназначенными для удаленного обучения. По нашей статистике, которую мы собрали у данных сотовых операторов, примерно столько же процент, 86% населения имеет смартфоны и доступ к 4G интернету. Просто чтобы понимать, 4G – это тоже интернет, мобильный интернет, который дает возможность доступа к образовательным ресурсам, медицинским, пользоваться электронными услугами, и созваниваться, делать видеоконференц-звонки и прочее, прочее. То есть 86% населения. Для онлайн-обучения во время карантина всего существует 18 разных образовательных платформ. Самая популярная из них – Учи.ру, на ней работают большинство якутских школ. На втором месте РЭШ, на третьем Я-класс. Учителям советуют на этих платформах сильно не зацикливаться, а искать и другие варианты организации онлайн-обучения, учитывая возможности каждого ученика. Будем думать, как будем организовывать, или, как обычно, в бумажной форме, да, чтобы был обменные данные, чтобы с помощью волонтеров или родителей могли приносить свои работы уже в школу. То есть будем думать еще насчет дезинфекции этих мест, может установить кварцевые лампы. Конкретные варианты помощи будут предложены чуть позже. Власти их пока только формируют. Между тем, столичные семьи с детьми-инвалидами получат разовую помощь в размере 3000 рублей. На эти деньги, к примеру, можно провести в дом сеть Wi-Fi. Ульяна Шагина, Джулус Иннокентьев, Мария Винокурова, Якутия. День за днем. Тем временем все студенты страны тоже ушли на вынужденные каникулы. Сейчас они учатся онлайн. И после вынужденного отпуска, скорее всего, тоже продолжат свое обучение в виртуальной сети. Наш московский специальный корреспондент Максим Кардозу узнал, с какими трудностями столкнулись студенты-якутяне центральных вузов и что будет с летней приемной комиссией. Айталина Бурнашова, будущий культуролог, учится в Петербурге. Во время перехода на дистанционное обучение решила в Якутск не уезжать. Каждый день у нее по 4 пары. Онлайн в системе Moodle. Программа фиксирует все посещения лекций. Здесь же проверяются задания. Отчетность даже строже, чем в офлайн. А если говорить о преимуществах дистанционного обучения, то я к плюсам бы отнесла то, что ты не можешь подцепить заразу по пути на учебу, а к минусам это то, что не хватает живого общения и очень тяжело сидеть в 4 стенах. Многие студенты-якутяне центральных вузов решили переждать пандемию в Якутии. Тем более учиться дистанционно можно из любой точки мира, не отставая от программы. Правда, здесь выяснился один нюанс. Наверное, главный минус – это разница во времени. Студентам, вернувшимся в Якутию, достаточно трудно подстраиваться под московское расписание, что является одной из главных трудностей в обучении. Важно отметить, что задача массового и быстрого выхода студентов и школьников онлайн, она беспрецедентна, конечно, для мира, но она не уникальна. Такие процессы сейчас идут во всем мире. Число обучающихся, которое затронуто переходом в онлайн, составляет 1 миллиард человек. Это колоссальный вызов для системы образования мировой. И я должен сказать, что российская система высшего образования, она очень достойно встретила этот вызов.
если вот ставить оценки, то у нас с вами, у российских вузов, твердый четверг. У студентов, которые остались в общежитиях, изменился не только учебный процесс. Им приходится подстраиваться под новые реалии во всем. А что касается жизни в общежитии, сейчас каждое утро ежедневно проверяется температура у всех студентов. Администраторы ходят с дистанционными градусниками и измеряют температуру. На входе в университет и в общежитие установлены электронные антисептики. Я пару раз в день могу выйти за продуктами, либо сходить в тренажерный зал. И замечаю, что людей на улице становится значительно меньше с каждым днем. И в метро в том числе. Даже сейчас уже многие торговые центры, магазины и тренажерные залы закрываются. Приходится уже заниматься на улице. И слава богу, что в Москве уже теплеет. Для того, чтобы студенты не скучали, многие университеты запускают не только онлайн-обучение, но и программы с виртуальными развлечениями. Мы запустили очень большую программу, связанную с студенческой активностью. То есть мы начинаем транслировать то, что студенты когда-то не успели посмотреть. Всякие наши игры, институтские КВН, всякого рода концерты. Сейчас мы снова ненадолго прервемся, и вот о чем расскажем в продолжении программы. Закрыты магазины и торговые центры. Исключение сделано только для продуктовых маркетов. Продолжаются усиленные меры дезинфекции жилого фонда и мест массового скопления людей. Мы продолжаем программу. Правительство России сформировало список отраслей, которые в наибольшей степени пострадали из-за последствий распространения коронавирусной инфекции. В этот список попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки. Кроме того, самыми пострадавшими признали организации дополнительного образования, сферу выставок и конференций, а также отрасль бытовых услуг. Именно попавшим в список отраслям правительство планирует оказать поддержку в первую очередь. С якутскими предпринимателями встретился Дмитрий Тымыров. Карантинные и ограничительные мероприятия против распространения COVID-19 ударили по кошельку многих предпринимателей и в первую очередь представителей гостиничного бизнеса. Ательеры говорят, брони на сегодня по нулям. С начала февраля уже пошли отмены по иностранцам. То есть, если иностранцы бронировали, то уже брони начали отменять. Когда вот в Китае началось, очень много уже китайских броней уже начало отменяться. Но с марта месяца ситуация уже по гостям, которые прилетают с центральных городов, то есть Москва, Питер, Новосибирск, Владивосток, тоже начала потихоньку уменьшаться. Но с катастрофической силой оно начало уменьшаться вот в последние 2 недели. То есть практически в последние 2 недели у нас сейчас занято только 1-2 комнаты. Обычно в это время года номера начинают бронировать уже на май и июнь. Но сегодня ситуация критическая. С апреля мы вообще сидим по нулям. Апрель, май, июнь. То есть у нас всегда были брони в марте, брони на июнь месяц. То есть на июнь мы сейчас сидим практически пустые. И такая картина не только у представителей гостиничного бизнеса, но и у других предпринимателей. У нас мастера, решили уйти на карантин. То есть у них есть дети, у них есть родители также. И поэтому у нас согласились только 2 мастера работать, соответственно, а в салоне практически почти 100 квадратов. То есть арендную плату даже не вывезем. Представители салона красоты с этой недели закрывают еще одну свою точку, так как работать впустую – это лишь трата денег и средств. Между тем терпят крах и владельцы магазинов, особенно в крупных торговых центрах. Сейчас ситуация очень сложная, проходимость упала, выручка упала, и трудно работать стало. Людей все меньше с каждым днем. С поставкой товара в последнее время тоже очень трудно. Все закрыто, все таможни перекрыты. И поставщики, им тоже приходится уходить на карантин.
Прибыль также падает и у представителей общепита. Нам запретили больше 50 человек находиться в здании, получается, и поэтому нас отказали очень многим, получается. Сами знаете, что в Якутии, если собираются юбилеи и так далее, это уже 100 с лишним человек, как минимум практически. А у нас сейчас именно вот этот контингент, его уже нету, получается. Также, чтобы остаться как-то на плаву, они закрыли часть своих точек. Мы уже хостел закрыли, мы уже закрыли кафе придорожную. Сейчас уже осталось, пока вот ресторан работает. Вместе с тем власти региона начали предпринимать все необходимые меры, чтобы поддержать малый и средний бизнес. В эти дни вышел указ главы Якутии о мерах поддержки предпринимателей. Он состоит, основные направления 22 пункта. В том числе есть уже прямые поручения в адрес правительства о снижении налогов по УСН, по имуществу для ряда предприятий малого бизнеса, для ряда направлений. Все эти меры на период действия моего указа о мерах повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Более подробно, какие меры поддержки были приняты, можно узнать на сайте Министерства предпринимательства региона. Все эти и другие меры поддержки были составлены исходя из пожеланий и оценки ситуации работы бизнес-сообщества региона. Отрадно, что у нас сейчас идет вот такая очень хорошее взаимодействие с бизнесом. И я вот хотела подчеркнуть, насколько сегодня важна оперативность и обратная связь, которую мы получаем от бизнеса. Отметим, что это лишь часть мер первоочередной поддержки. В будущем список помощи предпринимателям может быть расширен. С 28 марта по 5 апреля в Якутии в рамках предупреждения распространения коронавирусной инфекции будет приостановлена деятельность всех предприятий торговли вне зависимости от форм собственности, за исключением торговли продуктами питания и товарами первой необходимости. К ним относятся базы, оптовые базы, продуктовые магазины в шаговой доступности. Кроме того, в столице продолжит деятельность и крестьянский рынок Сайсары. В связи с этим на предприятии усилен санитарный режим, проводится дезинфекционная обработка всего помещения. Ульяна Шагина расскажет подробнее. То, что на рынке усилили меры по дезинфекции, можно заметить уже при входе. Специально для посетителей здесь установили 2 пульверизатора для обработки рук. Дезинфекция проводится дважды в день. Работают бактерицидные лампы, увеличенный до 8 единиц штат уборщиц, обрабатывает специальными средствами полы, протирает перила, стены и дверные ручки. Введя вот эти ограничения, мы все-таки думаем, что мы обеспечим для жителей города условия для того, чтобы они могли безопасно приобретать местные продукты. За чистоту прилавков отвечают сами продавцы. Они также дважды в день проводят влажную уборку, дезинфицируют стеклянные витрины и полки. Масочный режим – одно из обязательных условий. В наличии и одноразовые перчатки, и дезинфицирующие средства, а также хлорка и антисептические гели. Вот у всех мы постоянно обрабатываем, постоянно обработка идет. Все в масках, меняют некоторые маски через 2 часа. Рыбный ряд – это вообще сильно насчет этого, как вам сказать, придерживается к этому, поэтому это же все равно же вирус, это же опасная вещь. Повышенные требования по санобработке и к лаборатории при рынке. Именно сюда ежедневно поступает молочная, рыбная и мясная продукция, которая проверяется методом экспресс-тестирования. Усилили дезинфекцию диахлором, пользуемся. И сейчас процент рабочего раствора тоже увеличили. Процент чего? Дезраствора. Как приходим на работу, сразу делаем уборку, вот включаем лампы, дезинфицируем, измеряем температуру тела. Обычно многолюдный крестьянский рынок заметно опустел. В час пик покупателей здесь можно пересчитать на пальцах. Такое снижение покупательской способности, конечно же, заметно бьет и по кошельку предпринимателей. Чтобы их поддержать, руководством рынка принято решение о снижении стоимости арендной платы. Скидка составила 44%. Очень сильно помощь, потому что выручки-то нет. Это считайте, это вообще как зарплата, все это как-то, это очень сильно. Даже вы сами по-экономически 44%, это большая скидка жить. Крестьянский рынок в полной мере готов обеспечивать горожан свежим мясом, молокой и рыбой в это сложное для всех время. Напомним, до 6 апреля здесь будут работать только продовольственные ларьки, как внутри здания, так и снаружи. Ульяна Шагина, Георгий Охлопков, Якутск.
Масштабную дезинфекцию продолжают и управляющие компании, которые обязаны проводить регулярную уборку подъездов жилых домов. Из порядка 2500 многоквартирных домов на сегодня продезинфицировано 98%. Как идет работа, узнала Саргалана Федорова. Все перила, дверные ручки, поручни, лифты обрабатывают раствором гипохлорида натрия. Процедура должна проходить каждый день. 2 раза в неделю обязательно влажная уборка полов и стен с хлорсодержащим веществом. В этой связи бдительность должны проявить и сами жители. Если они заметили, что санобработка не проводится, то выход один – позвонить в единую диспетчерскую службу. С утра 8 работаем. И до 4 часов. Некоторые дверь не открывают. Подпись берем без часов, чтобы я тут убрала. Работы прибавилось, признается Альбина Иванова. В ее обязанности входит уборка 5 домов. Работой жильцы довольны. В подъезде убираются практически каждый день, дезинфекция проводится, все хорошо. Я довольна. Очень спасибо большое. Каждое касание человека переносит сотни тысяч невидимых глазу микробов. Они обитают везде – на перилах, дверных ручках. И чтобы не допустить инфекцию, обеззараживание проводят регулярно, строго в дневное время. Что касается деревянного сектора, из-за минусовых температур в некоторых подъездах влажная уборка затруднена. Чтобы помочь работе управляющих компаний, водоканал выпустит 6 тонн гипохлорида натрия. Сейчас срабатываем с городом Якутском, и в 15 административных единиц города Якутска должны представить на безвозмездной основе хлорсодержащие вещества для того, чтобы управляющие компании ТСЖ провели соответствующие мероприятия по дезинфекции общего имущества многоквартирных домов. У нас в северных и арктических районах оператором по доставке определен ГУП ЖКХ, кроме Устьянского. В Устьянском Улусе у нас оператором является акционерное общество «Теплоэнергосервис». На сегодня по республике из 9000 многоквартирных домов продезинфицировано 69%. Филиалы ГУП ЖКХ доставляют хлорсодержащие вещества по заявкам муниципальных образований. Запасом необходимых средств обеспечены все районы Якутии. Саргалана Федорова, Джулстан Накинтьев, Якутск. Сейчас мы снова ненадолго прервемся и смотрите в продолжении программы. Один из основных способов предотвратить распространение вируса – самоизоляция. Чем занять себя дома? Театральные спектакли и постановки Международный день театра отметили при пустых зрительных залах. Мы продолжаем. Опустевшие столичные улицы и полупустые автобусы. Очень хочется верить, что население все-таки услышало призывы властей оставаться дома и как можно меньше контактировать с другими людьми. Благо, ситуация с доставкой продуктов и жизненно необходимых товаров уже довольно неплохо организована. Рассказывает Александр Хавренко. Помоги остановить коронавирус. Просто не выходи из дома. Меньше контактов, меньше общения с внешним миром, максимальная изоляция. Современные реалии диктуют нам правила поведения. Благо в мире существует множество сервисов по доставке, готовые блюда, продукты питания, товары первой необходимости. Все это можно заказать через интернет или по телефону. Но доставщики пошли дальше и по рекомендации Роспотребнадзора внедряют бесконтактную доставку. Клиент заказывает себе на дом еду или какой-то другой товар, курьер забирает этот товар и, увозя к клиенту, он ему из рук в руки не передает, а теперь он просто оставляет этот заказ у двери клиента, отходит назад на 3 метра, звонит ему и уведомляет о том, что ваш заказ доставлен, забирайте. Клиент выходит, забирает заказ и заходит обратно домой. То есть курьер не входит в контакт с клиентом. А оплата как? Оплата происходит дистанционно, то есть клиент сразу уже организации оплачивает по карте через приложение. Наиболее подверженными заражению вирусом COVID-19 являются граждане пожилого возраста. Зачастую одинокие, им приходится самим выходить в магазины и на рынки. Дабы обезопасить бабушек и дедушек, различные волонтерские движения и общественные организации объединились в единый штаб, чтобы доставлять пожилым людям продукты и все необходимое. С каждым днем о работе штаба узнает все больше людей, и поэтому волонтеры рады всем, кто захочет к ним присоединиться.
На базе штаба работают волонтеры, как я сказал, волонтеры-медики и волонтеры Победы, но при этом все иные люди, которые неравнодушны к данной ситуации и хотят помочь и не допустить распространения коронавируса на территории республики. Для этого заполняют анкету, регистрируются на сайте и получают удостоверение волонтера, который по силам своим предлагает помощь в доставке продуктов, в покупке каких-то необходимых мер гигиены личной. Разные заявки бывают. Для многих пожилых людей доставка продуктов в новинку, но, безусловно, такой сервис им по душе. Звонила двоюродная сестра, я только собралась в магазин пойти. Она мне звонит, говорит, ты знаешь, что не ходить по улице нельзя, а то тебя штрафуют. Ну все, она мне номер телефона дала, я ей позвонила вам. Быстро доставили? Быстро, да, спасибо большое. Слава Богу, хоть мне не таскать. Очень хорошо сделали для пожилых людей. Спасибо вам. Работу волонтеров и их неоценимый вклад в борьбу с распространением вируса отметили на самом высоком уровне. Штаб волонтерского движения посетил глава республики Айсен Николаев. И я благодарен всем тем, кто сегодня работает волонтером. Это очень важно, это очень нужно. Люди самых разных профессий, возрастов объединились. И, конечно же, я уверен, что вот эта помощь волонтерская, она будет востребована, потому что старшему нашему поколению сегодня очень важно внимание, нужна помощь. И, конечно, мы понимаем, что в сегодняшних условиях, когда болезнь представляет самую большую опасность именно для старшего поколения, они должны быть самоизолированы, должны сидеть дома, так и, конечно, им нужна помощь. А мы еще раз призываем граждан проявить сознательность, ограничить контакты, не выходить на улицы и в магазины. Помните, что есть люди, которые готовы вам помочь. И вроде как не ожидают, хотя ждут, и в то же время в таком небольшом шоке. Но самое главное — это тот позитив, все равно в итоге это улыбки и большое человеческое спасибо, за которое все волонтеры в принципе-то и работают. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутия. День за днем. Еще раз хочется сказать, что самоизоляция остается одним из основных средств, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Многие предприятия и учебные заведения Якутии переходят на удаленный способ работы и учебы. Но как проводить целые дни в 4 стенах? О том, как скрасить и разнообразить вынужденное домососедство или даже получить пользу от него, в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Вместе со многими предприятиями республики на удаленную работу перешли и многие сотрудники телеканала «Якутия-24». Новости – это большой организм, который должен функционировать постоянно. И перевести сотрудников хоть и частично на удаленку – дело непростое, но, как оказалось, возможное. Сидя дома, я захожу на все ресурсы сервера и могу монтировать сюжеты, прослеживать эфиры, то, что там делается. На дистанционное обучение перешли также школьники и студенты. Для их бесперебойного обучения используются десятки образовательных платформ. Интерактивные уроки по всему школьному курсу лучших учителей страны предоставляет Российская электронная школа. Московская электронная школа – это широкий набор электронных учебников и тестов, интерактивные сценарии уроков, а также доступны образовательные платформы учи.ру, Sirius.online, портал «Билет в будущее», Олимпиум, сервис Як-класс, система Marketplace образовательных услуг, онлайн-платформа «Мои достижения». Бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов, входящих в федеральный перечень, предоставляет издательство «Просвещение». Бесплатный доступ к своим ресурсам также открыли Foxford, интернетурок.ру, также онлайн-школа Skyeng. Между тем, чтобы организовать беспрерывный учебный процесс, в ход идут и другие социальные сети. Мы можем через тот же самый WhatsApp, через ВКонтакте, например, Facebook, Instagram, Twitter, например, контролировать студентов. Как контролировать? Обеспечивать нормальную работу студента. То есть студент, он не сидит просто без дела, он тоже работает. Кто-то говорит тяжело, кто-то нет. Эта ситуация, которая сейчас дистанционным образованием, например, оно показывает всю мощь методической силы преподавателя, как он может дистанционно работать. Я думаю, проблем не будет. Помощь учащимся также пришел и наш телеканал. Так, с 25 марта на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха» начался цикл занятий по математике и русскому языку для 9-11 классов. Эти уроки транслируются и на портале YouTube.
Сидя в самоизоляции, важно поддерживать не только умственную активность, но и физическую. Проводить тренировку в домашних условиях вместе с инструкторами различных направлений вы также можете на нашем телеканале. Включения проходят ежедневно с 10:15 до 11 по якутскому времени. Все развлекательные заведения закрыты на длинные выходные. Прекрасный повод провести время за просмотром кино. Занять себя дома помогут развлекательные сервисы и социальные сети. Кинопоиск HD, Море.ТВ, Иви, Премьер, Око и Амедиатека. Эти платформы известны любителям кино и сериалов. У каждого сервиса свои бонусы. Это как бесплатный доступ ко всем фильмам и сериалам до конца апреля, так и скидка в 50%. Посмотреть киноленты якутского кинопрома можно онлайн на sahamovie.ru. Минкультуры Якутии запустила свой YouTube-канал, где представлены спектакли местных театров. Также подготовлены 32 виртуальных тура по музеям Якутии. Также время можно посвятить чтению книги, которую давно откладывал. Альпина, Литрес, Букмейт открыли в своих приложениях бесплатный доступ к книгам. На месяц бесплатным для новых пользователей станет издательство о современной культуре «Гараж». Naked Science предоставил бесплатный доступ ко всем научным журналам, а Image Comics – доступ к огромному количеству первых выпусков своих комиксов. Эксмо дарит 30 книг бесплатно. Но по мнению психологов, самое главное – это общение. Самоизоляция может стать для многих непростым испытанием. Чтобы перенести его легче, не забывайте общаться со своими близкими, родственниками и друзьями. Юрий Осипов, Юлия Великодная, Якутия. День за днем. В минувшую пятницу отмечался Всемирный день театра. Правда, в этом году традиционных праздников и аншлагов у актеров и режиссеров не было. Коронавирус внес свои коррективы. Массовые мероприятия отменены, спектакли уходят в онлайн, а некоторые зрители даже находят плюсы в пандемии. Чем может обернуться виртуальная реальность для современных театров и исполнителей, узнавал наш собственный корреспондент в Москве Максим Кардозу. Якутянка Ольга Сидоркевич, режиссер со стажем и признанием. Больше 20 лет она работает в театре на Серпуховке в центре Москвы. Говорит, что по сравнению с другими коллегами ей сильно повезло. Она успела презентовать свой новый спектакль «Букашки. Фантазия» в начале марта. Так что ее музыкальную историю о сказочных перевоплощениях, которую готовили целых 9 месяцев, в реале увидели критики, а главное – зрители. Сегодня многие театры уходят в онлайн, показывают трансляции постановок в интернете. Актеры театра на Серпуховке тоже теперь играют на камеру. В пустом зале или в студии, или в аудиториях, да. Но таких вот больших спектаклей не делаем, потому что это все равно получается, что у нас спектакли очень многолюдные. Там 20 оркестр, там 40 артистов. И если все они вместе соберутся, наверное, будет не очень хорошо. Альтернативу в онлайне сегодня увидели многие театры и исполнители. Вот в пустом зале Чайковского концерт дает Денис Мацуев. А это уже видео от театра «Современник» с постановкой «Шагает солнце по бульварам». Просмотр бесплатно в любое время дня и ночи. И такое виртуальное общение со зрителями сегодня выбрали лучшие театры по всему миру. И теперь, сидя в Якутске, можно посмотреть постановку «Кольца Нибелунгов» от Метрополитен-опера, посетить Лувр, Венскую оперу. По-моему, это какие-то происходят сейчас исторические, я бы даже сказал, революционные преобразования, которые в будущем очень изменят и сам формат театра. И это как раз-таки показывает о том, что театр жив и будет жить. Правда, у этого креативного решения может проявиться и темная сторона. В основном зарплата у артистов маленькая, и она идет от, дополнительно от спектаклей. Если этих спектаклей нет, то людям просто не на что будет жить. За бортом остался и театральный фестиваль «Золотая маска». Все конкурсные показы, намеченные на эту весну, отменены до лучших времен. Но актеры и режиссеры всего мира надеются, что совсем скоро они снова выйдут на сцену и услышат реальные аплодисменты зрителей. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва.
Ну а через несколько минут в 20 часов по якутскому времени на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха» смотрите программу «Якутия вперед» с главой республики Айсеном Николаевым. Глава Якутии расскажет о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, влиянии на экономику республики и запасах продовольственных товаров. Повтор передачи 29 марта в 13:30 по якутскому времени. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Именно такой увидели эту неделю мои коллеги. Корреспонденты канала «Якутия-24» продолжают следить за развитием событий. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.